Субэдэй-Богатур и Джебен-Ойон участвовали в походе Чингисхана на Среднюю Азию, которую монголы завоевали в 1219-1221 годах. Покорив Хорезм, Чингисхан отправил часть войск далее на запад. Армия Субэдэя и Джебе числом в 2 тумена, около 20 тысяч человек, двинулась из Средней Азии через Иран на Северный Кавказ. Там ей преградили путь северокавказские кыпчаки и аланы. Чтобы разобщить противников, Субэдэй и Джебе применили обман. Они обещали кыпчакам мир, уверяя, что пришли воевать с аланами. Однако, разгромив аланов, монголы покорили и кыпчаков. Завоевав степи Предкавказья, монголы двинулись к Дону и Днепру. Здесь они встретили новых противников – местных кыпчакских ханов, которые были в союзе с княжествами Киевской Руси. Субэдэй и Джебе снова пытались применить свой обманный прием. Они заявили славянским князьям, что воюют лишь против кыпчаков, но те не поверили их словам и не вышли из союза с кыпчаками. Объединенные силы славянских князей и кыпчакских ханов сразились с монголами у реки Калки, ныне в Донецкой области. Битва, произошедшая в мае 1223 года, закончилась победой монголов. Одержав победу над кыпчаками в причерноморских степях, монголы заняли их земли, в том числе Крымский полуостров, который в те времена входил в состав кыпчакских владений. Субэдэй-Богатур и Джебен-Ойон подступили к Сугдее, Судаку. Жители города спасались от монгольских завоевателей, часть бежала в горы, а часть за море, к туркам-сельджукам. Проведя зиму в Крыму, монгольские войска выступили к Волге, чтобы покорить Булгар, территорию будущего Казанского ханства. Там завоеватели потерпели разгром и вернулись в Монголию.